Вы признаете свою вину? Я вам не буду давать сейчас интервью. Весьма спокойно и переговаривался с адвокатом. Айрат Багабиев уверен, уголовное дело выдумка потерпевших и поддержавшего их следствия. Фемида считает, встанет на его сторону, но так ли это? На скамье подсудимых мужчина оказался в сентябре прошлого года. Они пытаются использовать правосудие и вымогают с меня незаконно, требуют квартиры. То есть вы считаете, что тот хаус, который вы построили, он был законный, да? Он прошел регистрацию. Я продал через репалату. Трехэтажный таунхаус возвысился на улице Гривская в 2011 году. Следователи установили, что Айрат Багабиев разделил его на 12 квартир. Почти все, как горячие пирожки, были распроданы. Причем 6 из них продал его партнер Ильгизар Сибгатуллин. Однако в 2014 году дом признали незаконной постройкой и потребовали его снести. Судебные тяжбы результатов не дали, и сносить здание новоселам пришлось, причем за свой счет. Сибгатуллин деньги покупателям вернул, к нему претензий нет, а остальные 5 семей, купившим жилье у Багабиева, ждут этого по сей день. Оставшиеся без жилья и денег люди долгое время добивались возбуждения уголовного дела. Добились они этого лишь в 2019 году, и как только Багабиев стал фигурантом уголовного дела, его объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось лишь в марте прошлого года. Судебные тяжбы могут растянуться на годы. Тем временем суд признал покупателей гражданскими истцами. Они требуют вернуть в общей сложности больше 8 миллионов рублей. И если вина Айрата Багабиева будет доказана и суд примет такое решение, то помимо обязанности вернуть деньги, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы. Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112.